Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались вопросы внутренней и внешней политики. По вопросу взаимодействия Республики Абхазия с Сирийской Арабской Республикой глава государства поручил министру иностранных дел предпринять действия для наполнения содержанием дипломатические отношения между государствами. В частности, начать подготовку встречи глав Сирии и Абхазии с учетом мнения сирийской стороны по месту проведения встречи и всем другим вопросам. Министр иностранных дел Даур Кови проинформировал президента о том, на какой стадии находится данное главой государства поручение о согласовании с сирийской стороной проекта соглашения. 4 июня состоялась встреча посла Абхазии в России с послом Сирии в России. На ней была оговорена возможность визита президента Республики Абхазия в Сирию. Также было передано письмо Рауля Хаджимба Башару Асаду с приглашением посетить Республику Абхазия. Кроме того, МИД Абхазии направил сирийской стороне проект рамочного соглашения о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. На совещании также обсуждались вопросы криминогенной ситуации, правопорядка и безопасности в стране. Первое. Наполнить содержанием установления дипломатических отношений. Что это означает? Это целый ряд соответствующих документов, пакета документов, которые должны быть составлены в ближайшее время во главе с Кабинетом министров по ряду направлений. Это в первую очередь договор о дружбе и сотрудничестве, который должен быть наполнен значительными вопросами, как это обычно происходит при составлении такого рода документов. Поэтому я просил бы Кабинет министров в лице премьера, министра иностранных дел и всех тех, кто в этом вопросе должен принимать участие, собрать и начать отрабатывать эти материалы. И начать подготовку встречи глав Сирии и Абхазии. И нужно учесть и мнение руководства Сирийской Арабской Республики, где это будет, если они готовы ехать к нам, если будет предложение выехать туда, значит, мы должны все эти вопросы с учетом вот как раз-таки и от места проведения этой встречи продумать. И вопросы, связанные с темой поездки, вопросы, кто будет в составе, как говорится, этой делегации, и вопросы подготовки тщательно отработанных материалов к подписанию. Вторая тема, которую я хотел, криминогенная ситуация в стране. Хотелось бы отметить, что есть некая положительная тенденция в раскрытии ряда тяжких преступлений, которые совершены за последние месяцы, год. Тенденция, она положительная, но это еще не говорит о том, что у нас все на самом, как говорится, высоком уровне, работа делается. Есть определенные недостатки и в оперативно-розыскной деятельности, слабая, как говорится, техническая оснащенность МВД, но я думаю, что преступления как раз-таки резонансного характера, имевшие место в последнее время, по большинству своем раскрыт. Идет процесс работы. Гражданин Турции возвращен, он находится сегодня на свободе, и все остальные мероприятия, которые необходимы в таких случаях, делаются. Все обвиняемые должны предстать перед судом, это факт, никаких, как говорится, поблажек ни для кого не должно быть. И здесь должна быть серьезная работа по взаимодействию с остальными нашими правоохранительными структурами. Это не дело только одного МВД, это работа и службы государственной безопасности, это прокуратуры, которые должны быть нацелены на совместные и очень жесткие мероприятия. И с учетом того, что у нас начинается, и уже практически начался курортный сезон, мы должны работать над тем, чтобы не было никаких посягательств на туристов. Безопасность туристов – одна из главнейших наших задач. И следовало бы здесь еще взять под контроль особо работу ГАИ. Без причин, без оснований не останавливать, я еще раз говорю, не только, как говорится, машины с российскими номерами, но и абхазские машины. Я это требую. Никто не имеет права, если нет на то соответствующего оперативного, как говорится, обоснованного какого-то материала,
или вы не видите конкретного нарушения. Если оно налицо, то другое дело. Едет человек, не нарушая. Какая необходимость останавливать? Завтра представители оппозиции собираются проводить съезд. Но это их право, пусть проводят и пусть занимаются своей, как говорится, политической деятельностью. Но никому не стоит забывать, что мы находимся фактически уже в самом курортном сезоне. Он уже начался. И люди, многие наши люди подвязаны к этому сезону. Многие живут ожиданием заработать, улучшить свой социальный уровень. И не стоило бы никому создавать определенный ажиотаж и мешать всем, тем, кто реально работает на то, чтобы улучшить не только свое благосостояние, но и возможности нашего государства. Любая негативная информация из Абхазии, она будет молниеносно тиражироваться. И я не сомневаюсь, что все понимают, что это будет для нас негативным явлением, негативными последствиями в стране, в которой практически сегодня проходят определенные процессы перемен. Да, они тяжело даются. Никто не говорит, что у нас все гладко. Но не видеть эти перемены, не слышать о них, было бы, наверное, совсем неправильно. Что касается той же России, практически время чемпионата мира началось с 1 июня. И все те события, которые будут происходить в России на этот период, никак не должны быть омрачены какими-либо нашими действиями внутри страны. Мы здесь рядом, по соседству. От этого многое может сказаться и на наших с вами отношениях. На этот период мы проговаривали с российской стороной, все усилия будут нацелены и на границу. Думаю, что конфронтации никому не нужны. И хочу еще раз всех предупредить, никому не будет позволено дестабилизировать ситуацию. Это не страшилки, это нормальное явление для любого нормального государства. Государство не должно допускать такого разноса. Мы не должны, понимаете, вести себя таким образом. И власти, и лидеры оппозиции должны понимать, что альтернативы конструктивному диалогу нет. Мы должны говорить. Если такое желание есть слышать друг друга, то никто не отказывается от этого процесса. Но создавать видимость активной работы политической и вовлекать в этот процесс значительное количество людей, отрывая их от работы, от сезона, это не самая конструктивная работа. Но еще раз хочу заметить, если кто-то планирует развитие событий иначе, у нас хватит и сил, и средств для того, чтобы не допустить противоправных акций. 2 июня в Сухуме состоялся первый национальный форум «Стратегия-2025», на котором был представлен проект программы «25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года», разработанный в Министерстве экономики Республики Абхазия с привлечением консалтинговой компании Strategy Partners Group. Своим мнением о форуме и его результатах поделились в интервью нашему каналу министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Хадгур Ардзенба и глава Национального банка Абхазии Беслан Барателя. Репортаж Ирины Аршба. Программа «25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года» была разработана еще в 2016 году и представлена в октябре прошлого года в Москве правительством республики, руководителем московской абхазской диаспоры Бесланом Агарба и специалистами компании Strategy Partners Group. И вот спустя почти 2 года, во время первого национального форума, состоявшегося в Сухуме 2 июня, стратегия развития Абхазии вынесена на суд общественности республики.
Форум длился более 8 часов. Его участники делились мнениями и своим видением развития Абхазии. То, что форум вызвал большой интерес, говорит о востребованности такого рода площадок для обсуждения различных вопросов. А сама программа является ориентиром для дальнейшего развития страны, считает вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. Было такое вот живое обсуждение в части различных вопросов, в том числе и критика была, что говорит о положительном эффекте. Безусловно, данная программа для нас является определенным ориентиром для дальнейшего нашего развития, но стоит отметить тот факт, что программа еще не завершена, то есть это, так скажем, предварительный итоговый отчетный период, который, так скажем, позволяет сверить часы, как со стороны и органов государственного управления, так и со стороны общественности и самих организаторов. Мне кажется, что развитие у этой программы будет обязательно. Ну и самое главное, хочется верить в то, что будут достигнуты результаты, которые поставлены в этой программе. По мнению министра экономики Адгура Ардзанба, главное достижение форума – это возможность обсуждения путей развития Абхазии. Правда, по его словам, это обсуждение могло быть более конструктивным. Конечно, можно было, мне кажется, в более конструктивном русле все это провести, но это такое начало. Я думаю, что дальше будет уже меняться конфигурация построения и спикеров, и дискуссий и так далее. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем и вообще такого рода площадки, они были более конкретные, то есть поставили перед собой понятную для всех цель и достигли этой цели или не достигли. Такой форум и другие площадки нужны для того, чтобы обсуждать и находить новые идеи, считает министр экономики. В то же время заметно, что почти у всех участников дискуссий общее видение будущего. Надо всего лишь найти консенсус, убежден Адгур Ардзанба. Из того, что я услышал на форуме, так как я уже не первый год тружусь в стенах Министерства экономики и других органов власти, вот набор этих идей, он в принципе одинаковый. Как плюс-минус, там какие-то детали, может быть, разнятся, но у всех там понятная вот такая картина видения будущего. Это радует. Значит, у нас у всех есть какое-то общее представление. Теперь осталось найти некий консенсус. Но консенсус, к сожалению, пока найти не удается, потому что есть такая полярность мнений, с чего начинать, что первостепенно, что второстепенно. Форум показал, что в обществе есть большой интерес к такого рода программам. Несмотря на то, что после войны прошло 25 лет, проблем в республике немало. И стратегия развития страны дает возможность понять, к чему двигаться и какие перспективы есть у государства, считает глава Нацбанка Абхазии. В то же время, по мнению Беслана Барателия, для реализации программы «25 шагов по развитию экономики Абхазии» самой программы недостаточно. Если не будет плана по механизму реализации программы, то документ будет носить декларативный характер. Понятное дело, что для реализации программы, самой программы недостаточно, поскольку она охватывает достаточно обширный пласт вопросов, направлений, отраслей. И если эта программа будет взята за основу, то тогда, конечно, предстоит колоссальная работа по разработке конкретных отраслевых программ. Поскольку тут мало того, что по каждой отрасли нужно разрабатывать программы, там еще возникают вопросы реформ налогообложения, учета и так далее и тому подобное. Очень много вопросов, и это колоссальный труд. И что хочу сказать, если не будет плана уже следующего, в развитии этой программы, то она останется, к сожалению, просто как декларация. Как отметил в своей речи на форуме президент Рауль Хаджимба, оценки экспертов, составителей документов, мнения руководства страны и представителей общественности о текущей ситуации в стране совпадают. А значит, решение стоящих задач заключается в скорости разработки и принятия требуемых законов и иной нормативной правовой базы. Осталось только найти консенсус и смело двигаться к достижению поставленных целей. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министерство экономики Республики Абхазия учредило горячую телефонную линию для взаимодействия с гражданами республики по вопросам, касающимся работы подведомственных Минэкономики структур и организаций.
Номер телефона на ваших экранах 754 33 33. Основной задачей горячей линии является мониторинг ситуации в той или иной подведомственной структуре и воздействие на улучшение ее работы. Обращения будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней. На сайте Министерства экономики создан специальный раздел, где представлен список всех подведомственных организаций и наши контакты. Обращение можно подать любым удобным способом с помощью звонков, по электронной почте, с помощью WhatsApp, Telegram и других современных способов коммуникации. Мы ожидаем активности от граждан и надеемся, что эта информация поможет нам улучшить деятельность этих подведомственных организаций. На 61-м году жизни после тяжелой болезни скончалась Диана Дбар, экономист, доцент кафедры финансовый кредит Абхазского государственного университета. Диана Дбар – активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, была членом Народного форума Абхазии Айтгалара. В свое время по заданию организации подготовила материалы, впоследствии использованные в знаменитом Лыхнинском письме. Во время Отечественной войны народа Абхазии Диана Дбар состояла в комиссии правительства по подсчету материального ущерба, нанесенного войной, оказывала помощь раненым в госпитале, была донором. Диана Дбар наряду с преподавательской деятельностью занималась научной работой, участвовала в различных международных конференциях. Опубликовано несколько десятков ее научных работ и учебных пособий. Диана Дбар награждена золотым артийским орденом «Сердце отдаю детям» за многолетнюю преподавательскую деятельность. В Москве на главной сцене ВДНХ состоялся международный фестиваль «Интермузей-2018». На Абхазии на фестивале была представлена историко-литературным музеем Дмитрия Гулия. Интермузей – ежегодный фестиваль, не имеющий аналогов в мире. В этом году он прошел в 20-й раз. На стендах и в различных программах представлено рекордное количество участников – более 400 российских и зарубежных музеев. Абхазия участвовала в этом году второй раз. В прошлом году в Интермузее участвовал Абхазский государственный музей. В этом году была представлена экспозиция литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия. Любая экспозиция музейная сегодня для того, чтобы заинтересовать посетителя музея, она должна нести такой отпечаток времени, да. И нам удалось это сделать нашим сотрудникам музея Гулия. Экспозиция нашего музея, она вызвала интерес. Экспозиция очень хорошо в материалах прослеживаются культурные связи Абхазии и России 20 века, известные деятели, писатели, просветители, которые приезжали в Абхазию. А так как одна из задач Интермузея – это международное культурное сотрудничество, конечно, это так вот замечательно и логично укладывается в общий контекст мероприятия. Тема фестиваля нынешнего года – музеи и общество. На 12 фестивальных площадках прошло более 250 мероприятий, деловой, культурной и детской программ. Немало важных встреч было и у абхазской делегации с российскими коллегами, в числе которых встречи с руководством Департамента культурного наследия Москвы. Тема наша была связана с предстоящей конференцией международной в рамках культурных сезонов России и Абхазии, в соответствии с нашими договоренностями, о третьей международной конференции Россия-Абхазия по объектам культурного наследия. Но нам необходимо было на этапе начала этой работы вот как-то сверить свои часы с другими институтами и в данном случае России с этим. Это будет Мосгорнаследие, это будут федеральные какие-то геоинформационной системы существующие. После реконструкции, которая должна закончиться в этом году, ВДНХ станет не только главной витриной страны, собранием самого интересного, что есть в России, но и превратится в крупнейший образовательный, развлекательный, культурный, музейный, рекреационный комплекс в мире. 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» состоится с 13 по 15 июня в Сухуме. В рамках фестиваля будут 2 премьеры по произведениям Фазиля Искандера: «Широколобый» в Русдраме, который поставит Искандер Сакаев, и короткометражный фильм «Мальчик и война» режиссера Мадины Аргун на малой сцене в Абхазском государственном драматическом театре. Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» проводится в Абхазии 4-й год подряд. Его организаторы – Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека».
Путешествие в сказку. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, проводятся фондом «Киарас» для своих маленьких подопечных уже в течение нескольких лет. Но впервые в этом году программа летнего лагеря стала более яркой, насыщенной и богатой на подарки. Очередное путешествие в сказку длилось 5 дней. За это время ребята посетили дельфинарий, обезьяний питомник, кинотеатр и Новоафонскую пещеру. По сложившейся доброй традиции официальным партнером фонда «Киарас» является компания «Аквафон». Нисфа Аршба продолжит тему. Веселая музыка. Мальчишки и девчонки водят хороводы, бегают, прыгают на батутах и даже танцуют. Путешествие в сказку под названием «Летний лагерь» фонд «Киарас» проводит не впервые. В этот раз детишек 25 из самых разных районов Абхазии. На самом деле этот лагерь пятидневный, он не образовательный, он не оздоровительный. Это просто развлечение, просто детские улыбки, веселье и смех. И мы надеемся, что нам удалось подарить детям положительные эмоции, и у них останется в памяти на всю жизнь вот эти 5 дней, которые они провели вместе с нами. Леонленд никогда не пустует. Уже давно этот детский развлекательный центр стал любимым местом ребятишек самого разного возраста. Здесь устраивают детские праздники, дни рождения и просто приходят отдохнуть. Руководитель торгового центра «Леон» не остался в стороне и поддержал проект летнего лагеря. Все аттракционы и вкусную кухню Леонленд абсолютно бесплатно предоставили подопечным фонда «Киарас» на весь день. Дети – наше будущее. Почему наши абхазские дети в Абхазии, почему не должны отдохнуть как положено? Понимаешь, вообще идея у меня была, я живу в данный момент временно в Краснодаре, лет 10 уже. Я вижу, какая жизнь там, и очень постарался, чтобы в Абхазии было хотя бы уровень Европы. Здесь нет ничего китайского. Я очень, поверьте вы мне, все оборудование или сам создал, или европейское. И я хочу, чтобы наш народ всегда поддерживали вот такие добрые, милые акции. И будете спокойно спать, поверьте, делайте добро и будете хорошо себя чувствовать. 5 дней развлечений, экскурсий и подопечным фонда «Киарас» организовали множество компаний – Апсуатур, МВО «Сухум» и торговый центр «Леон». Ведь наградой такого участия были бесконечно счастливые лица ребятишек, для которых этот летний лагерь стал волшебным и незабываемым. Когда нам идут навстречу наши друзья, когда нас поддерживают посторонние неравнодушные люди, получается сделать какие-то невероятные вещи. Ну, например, учредители МВО «Сухум» предоставили нам бесплатно жилье. За счет этого мы смогли сэкономить и растянуть наши праздники на целых 5 дней. Также нам провели бесплатные экскурсии Апсуатур. Нас бесплатно провели в Новоафонскую пещеру, бесплатно запустили в дельфинарий. В общем, все эти 5 дней мы бегали, прыгали, нам проводили экскурсии, было очень интересно. Также мы смогли покатать детей на набережной, на аттракционах. Ну, это уже обычная наша программа. Как известно, самая прекрасная пора – светлое, беззаботное время детства. По крайней мере, таким оно должно быть у каждого ребенка. И подопечные фонда «Киарас», которых на протяжении многих лет поддерживает Аквафон, не исключение. Для компании одно из важнейших направлений – благотворительность. Делать подарки, дарить праздники, сказку самым маленьким стало для Аквафон старой и доброй традицией. Для нашей компании социальные проекты находятся в приоритете, а проекты, которые связаны с детьми и делаются для детей, вообще находятся на первом месте среди всех. И, наверное, стоит поблагодарить Каму Гопи, директору «Киараза», ведь без ее участия, без нее, в принципе, такой праздник, который мы устроили детям, был бы невозможен. Мы уже в этом году реализовали совместно 2 проекта, это «Астер Хантас» и проект к 8 марта. В будущем у нас проект это к 30 сентября, ко Дню Победы. Улыбки, смех, восторженные крики и радость на лице каждого. Ребятишки немного устали, но никак не хотели уходить из центра. Быстренько перекусив, они вновь возвращались на батуты, чтобы еще немного продлить праздник и путешествие в сказку. Мне как здесь нравится, я даже с горки буду кататься. Если получится, еще раз приеду. Я была вчера в дельфинарии, мне очень понравилось. Мне очень нравится. Это что? Машина.
Низ Фаршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сегодня на нашем канале в прямом эфире стартует проект «Хакуитрас», посвященный 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сегодня первый выпуск проекта. А в завершении новостей о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии сохранится небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 22-27 градусов, температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.